Добрый день всем. Погода сегодня отличная, тепло. Погода у нас -6, дети в школе пока. Кирюша не пришел, Владика отвезла. Заказала я дров, у меня очень мало их осталось, топим постоянно. Вот столько только всего осталось. Это мне на зиму не хватит. В этом году снега мало. У меня в бане кран, поэтому приходится часто топить, чтобы кран не замерз и не сорвал. Здесь я тоже закончила дров, но ничего страшного, сейчас привезут. Заказала я двоюродному брату флюру из деревни Талык. Кстати, одна подписчица мне написала, что он очень хороший парень, обращаются всегда к нему за досками, за дровами. Вы, наверное, все считали в комментариях. Он привозит много, добросовестно грузит. Цены у него дешевле. Меня это устраивает. И колоть не надо мне. Удобно. Сейчас он позвонил, должен скоро подъехать. Я уже жду. Машину свою калиночку я оставила на улице. Вот флюр едет дровами. Тяжело заехать сюда. Грузом тем более. Еще скользко. Молодец, братишка. Вчера позвонила, что дрова кончается. И сегодня уже... Привет! Привет. Вчера позвонила... Вчера позвонила, что дров нет, а ты беспокоился, уже сегодня привез. Какой ты у меня молодец. Это вы молодцы. Много же... Обратились ко мне. Да, конечно, кому же еще? Я всегда у тебя беру. У тебя на совесть все, слава богу. На рабочую скинь обратно. Ничего, это у тебя все чисто. Ага. Что тут рабочий? Разгружаем назад, да. Ну вот, слава богу. Будем топить баньку, будем купаться часто. Замерзает там кран, поэтому часто топлю. Но ничего страшного. Зато купаемся, паримся. Баня — это здоровье. Дрова хорошие. Береза. Береза теплая, когда топишь баню. И колоть не надо мне. Для меня это очень удобно. С мальчиками перетаскаем. Юля с Салаватом не смогут прийти сегодня помочь. Если не закончим, завтра могут помогать мне. У них сегодня у зятя корпоратив на работе. Вечером к 7 собираются они праздновать. В кафе с совой идут. Нам работа с внуками. И будем купаться в бане. Молодец. Да. Вот это не забудь. Это обязательно. Сейчас домой зайдем, чай попьем. Чайник вскипел уже. Ну, отказать тяжело. Да.
Надо пить. Кажется, что-нибудь обязательно. Мына шундай сушарка болганы бар. Шунда бір 5 минутка чай ішкен да. Шәй эчәргә кирәк. Опада тем более. Умеешь уговаривать. Да, я такая. Как-то так качественно. Да, чай попьем. Дома все нормально? Дома, да. А вагоны направление. Ёлку тогда обязательно. Хорошо. Опа. Хотел оставить себе дрова. Ишь, какой, а? Я и туда не смотрю. Я на тебя смотрю. Сейчас я тебе помогу. Вот сейчас мы поужинали, вышли немножко таскать дрова. Сразу за один день не будем, потихоньку будем все таскать. Дрова сырые, тяжелые, поэтому не разрешаю по много брать. Еще успеем все. Все сделаем за выходные. Сегодня уже утро. Доброе утро, мои родные. Мои любимые подписчики и зрители моего канала. Моя машина замерзла. Сегодня ночевала на улице, потому что мы не все еще собрали. Вот столько мы вчера с детьми укладывали. Пришла на помощь Марина. Спасибо ей тоже. Еще есть 1/3 часть вкладывать. За выходные успеем. Сейчас дети отвезу к маме в гости. Вечером придут в Салават с Юлей. Вместе мы все уберем. Заходим в баню. Здесь я в бане постелила стеллажи, потому что плитки холодные зимой. Эти шторы мне мама Салавата сшила. У нас у всех свои мочалки именные. Это у меня Юлечка старается. Мне написала мама Гуля. Вот у всех. Она очень любит вязать. И рукавички вот такие вяжет. Кому нравится, рукавичками моется. А здесь у меня кран. В настоящее время я подогреваю баню чуть ли не через день, потому что на улице снега мало. В этом году холодно, кран замерзает, поэтому подтапливаю. Здесь у меня печка. Уже пора побелить. Сегодня на улице -13. В комментариях мне всегда пишут, что елка большая вырастет и разрушит все. Нет, это карликовая елка. Она больше 1,5 метра не вырастет. Добрый день еще раз. Продолжаю вчерашнее видео. Вчера уже поздно было выпускать, да и снимать. Таскали дрова. Мало уже осталось. Сегодня отвезу внуков к маме. Приедут Салават с Юлей и дотаскают. Затоплю баню.
Они тоже искупаются. Сама тоже попарюсь. И все будет нормально. Сегодня суббота. Вчера они гуляли. У них был корпоратив. Праздновали. У пенсионеров дома корпоратив. Готовить, убираться, за детьми смотреть. Было время. У нас тоже был корпоратив. Сейчас пусть молодежь гуляют, пусть отдыхают, пусть развлекаются. Нам хорошо, когда детям хорошо. Со мной все согласитесь, да? Хочу похвастаться. Я начала покупать семена. Сейчас я поделюсь с вами. Это у меня только начало. У меня посев семян на рассаду начинается с января месяца. Сначала я покупаю петунии. В этом году много не купила пока. Может, еще другие цвета будут. Может, не буду много сажать. Может, других цветочков посажу. Мне что-то эти петунии уже надоели, не могу сказать. Хочется и других цветочков посадить. Вот каких я покупала. Цены поднялись намного. Смотря какие петунии. Если в ампулах, они дороже. А если без ампула, они дешевле. Петуния «Любовь» называется. 25 рублей стоит всего. Я думаю, дешево. Это прошлогодняя цена. Я в основном купила прошлогодних. Там есть и по 80 рублей, по 100 рублей, по 200 рублей разные. Петуния тоже вот. Петуния ампельная, Рапунцель, однолетник. 24 рубля всего. Петуния тафта, многоцветковая, махровая. 46 рублей. Петуния крупноцветковая, супер бессима. 40 рублей. Петуния крупноцветковая, бордовая, серия гигант. Тоже 40 рублей. У них внутри ампул, там по 5 штук, по-моему. По 5 или по 10, я уже забыла. Петуния Ольга, 45 рублей. Красивые. Петуния мини-цветковая, карлик фиолетовый. Раннее и обильное цветение. 40 рублей. Петуния ламбада. 36 рублей. Вот у меня пока петунии закончились. Пока мне эти понравились. Если в город поеду, еще наберу. Здесь пока 8 видов всего. Купила бегонию. Клубневая Шанель. 55 рублей. Купила бегонию ампельной Галатея. 22 рубля. По 5 штук они внутри. Семена. Купила еще семена жаккардана. Мимо золотистая дельта. Эти комнатные. Попробую. Растет как дерево. Я люблю еще дельфинию. Серия Тихоокеанские великаны. Смесь. Дельфинию. По 30 рублей. Купила еще вербена. Тонко рассеченная. Смесь окрасок. Вот они какие. Это идет как многолетка. Я, наверное, посажу их и на кладбище. Потому что они многолетние. Я не хочу на могиле искусственные цветы ставить. Ну, бывает, ставлю. Но желательно сажаю живых. Там пион, розы, гвоздика многолетняя растет. Кладбище у моего сына, у родителей. Решила в этом году посадить истому. Мне они очень понравились, пока я купила 3 вида. Истома махровая, розовая. 70 рублей стоит. Правда красиво. Истома пурпур. Тоже вот эти цветы мне очень понравились. Вот они. Истома крупноцветковая, махровая. Супер Мэджик. Вот эти цветы тоже мне очень понравились. Скоро начнется работа моя обильная, садовая. Купила вот такую землю. У меня это на 5 литров. 70 рублей стоит. Я буду мешать своей землей огородной, которая припасла. Вот таких семян я купила и рада. Скоро начну сажать их. В середине января где-то я уже начинаю сажать перец, потому что у меня теплица есть. Но сильно рано тоже не хочу сажать. Но, конечно, я сейчас так говорю. А как начинается весна, я начинаю уже, как саженцы, оживать, настроение поднимется.
Я очень люблю весну, не знаю почему, может, поэтому, что я родилась весной. Я апрелевская, очень люблю весну. Как проснусь, первым делом выхожу в огород. Смотрю на саженцы, смотрю на деревья, как почки распускаться начинают. Люблю наблюдать. Потом начинаю землю копать, грядки делать, саженцы сажать. Хотя я устаю, но работаю с наслаждением. Люблю наблюдать грядки. Вот такой я человек. Люблю нюхать аромат цветов, саженцев. Наверное, не только я, наверное, и вы. Все так делаете. Весной, мне кажется, как будто и кислорода побольше, и как будто дышать мне легче становится. У меня прибавляется энергия. Вот так я наслаждаюсь весной. Когда в город поеду, зайду в магазин, куплю там много-много семян. Хочу поехать в Стерлитамак. Там есть магазин City Mall. Там есть место, где продают очень много семян, живых цветов на горшочках. В магазине вот это место я очень люблю. Меня оттуда за уши еле оттащишь. У детей начнутся каникулы в январе. Хочу поехать с внуком проверять зрение. Едем мы в платную клинику глазную. Надо проверить ему зрение. Надо заказать ему другие очки. В прошлом году я ему покупала очки какие-то лечебные, если это правда. Врач похвалила, и я решила купить эти очки за 16 тысяч. Там есть и дешевые, и подороже. Но он носит, пока зрение не проверяли. Очень охота, конечно, чтобы у него глаза восстановились. Если не восстановится, если можно будет, я хочу с ним съездить в клинику и сделать операцию, чтобы у него зрение восстановилось. Я не хочу, чтобы он очки носил. Это неудобно. Вы мне напишите, когда и что вы начинаете сажать. И как сажаете. Я прочту. Мне будет приятно. Сейчас у меня просмотры очень прибавились. Подписчиков тоже много прибавилось. Спасибо вам всем большое, что вы меня поддерживаете. Даете мне шанс зарабатывать и баловать детей. У меня и зарплата поднялась. Благодаря вам. Я очень довольна. Я стараюсь почаще снимать видео, чтобы подкопить деньги на лето. Дел у нас много. Надо и вороту делать, и фундамент надо обшивать. В плане есть и баню снаружи обшивать. Планов много. На этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч.